смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В образовательных учреждениях города прошли тематические уроки, в рамках которых старшеклассникам предложили внести свой вклад в благоустройство города. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Безопасность на дороге. Юные инспекторы дорожного движения вместе со своими старшими соратниками вышли в рейд. Отчитались за год. Транспортная прокуратура подвела итоги деятельности за 2018 год. Первенство Северо-Запада. Сосногорск примет зональные соревнования Первенства России по рукопашному бою. Старшеклассники сосногорских школ внесли свои предложения в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Сделали они это в рамках тематических уроков. Среди спикеров – депутаты районного совета. Так, во второй сосногорской школе Андрей Терентьев рассказал школьникам о том, что уже было сделано в рамках федеральной программы. В частности, он обратил внимание на обновленный сквер Победы. Там от скамеек до покрытия освещения все поменяли. То есть внешне изменился правильно Парк Победы. Вы можете даже также, при желании написать, что хотим там продолжение Парка Победы, аллейка, что-то тоже там сделать еще там. А это уже кадетская школа. Ребятам также рассказали о всех плюсах программы и о том, что предложить свою идею благоустройства общественной территории может любой желающий, начиная с 14 лет. Предлагать в эту программу можно, в принципе, любые территории, и которые существуют на сегодняшний день. Либо предлагать какие-то новые территории. Интересы у всех разные. На сегодняшний день через городские пункты приема заявок, а также посредством сети интернет уже собрано более 300 анкет. Добавим, первый этап – сбор предложения – завершится 10 февраля. А вот уже 13-го рабочая группа, в состав которой входят представители городских общественных организаций, депутатских корпусов и просто активные жители, сформирует из числа поступивших заявок перечень, который будет выставлен на голосование. Выбирать территорию для благоустройства сосногорцы будут с 15 по 25 февраля. Как и в случае со сбором предложений, проголосовать можно будет онлайн и в специальных пунктах. Победившая территория будет благоустроена уже в этом году, занявшая второе место в следующем. Сегодня на помощь сотрудникам ГИБДД в рамках профилактики безопасности дорожного движения вышли юные инспекторы и наша съемочная группа. Отряд юных инспекторов организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди учащихся и вместе с ними. Участник такого отряда может быть и художником, и музыкантом, и даже школьником, но прежде всего знатоком правил дорожного движения. Вот и сегодня ребята из первой школы Сосногорска сделали полезное дело. Наше сегодняшнее мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. То есть сегодня ребята будут работать как с водителями, так и с пешеходами. Водителям будут объяснять о необходимости предоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, а пешеходам, в свою очередь, будут рассказывать о том, что перед тем, как выйти на пешеходный переход, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться в отсутствии транспортных средств, после этого только начинать переход. Подготовились мальчишки и девчонки основательно. В руках плакаты, таблички и памятки для проезжающих мимо водителей и проходящих пешеходов. В школе номер 1 педагогами было организовано мероприятие, как выставка рисунков детских, то есть безопасность глазами детей в зимний период с 1 по 4 класс. И они подготовили такой плакат, то есть помимо того, что в школе организовали выставку, там более 4 стендов таких рисунков, и один плакат они принесли с собой. Кого же еще, как не детей, водители и пешеходы могут действительно искренне выслушать и прислушаться. Ведь правду говорят, устами ребенка глаголит истина. Чтобы взрослые ходили правильно, потому что дети смотрят на взрослых. Участие в отряде юных инспекторов воспитывает у детей гражданственность и прививает активную жизненную позицию. Водителям дорожного движения будем говорить о том, что надо пешеходов пропускать и останавливаться от 30 до 20 км в час. Да, это полезно, чтобы все люди были здоровы, чтобы были счастливы. В свою очередь, водители и пешеходы пообещали юным инспекторам всегда соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
Сосногорская транспортная прокуратура подводит итоги года минувшего. Согласно статистике ведомства, в 2018 году на территории транспортного региона было зарегистрировано чуть более полусотни преступлений. По словам прокурора, в основном это хищение на объектах транспорта, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В 2018 году на территории Сосногорского транспортного региона совершено 52 преступления. Большую часть преступлений составляют это преступления против порядка управления в сфере хищения имущества граждан на объектах транспорта и в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость всех преступлений составляет 62%. Но все же основные усилия ведомства были сосредоточены на приоритетных направлениях надзора за исполнением федерального законодательства в сфере противодействия коррупции и преступности, соблюдения прав и интересов государства. В сфере надзора за исполнением законодательства на транспорте выявлено прокуратурой в 2018 году более 800 нарушений. С целью устранения данных нарушений внесено около 100 представлений. По результатам их рассмотрения 68 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой возбуждено 48 постановлений об административных правонарушениях. В суды направлено 48 исковых заявлений. И на незаконные правовые акты внесено 33 протеста. Все акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. А вот в сфере надзора за уголовно-процессуальным законодательством выявлено 347 нарушений закона. По выявленным нарушениям закона руководителям правоохранительных органов внесено 20 требований и 22 информации и представления. По результатам их рассмотрения 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Добавим, на сегодняшний день ведомство работает на 5 центральных территориях Республики Коми в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Его основная задача – это надзор за исполнением законов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Отчитались за прошлый год и республиканские полицейские в рамках региональной коллегии. Так, в 2018-м сохранилась тенденция снижения общего числа преступлений. В частности, снизилось число совершенных в общественных местах и на улицах. Существенно сократилось число преступлений, совершенных подростками. Все те результаты, которые сегодня мы имеем, это благодаря, в первую очередь, вашей слаженной работе всех правоохранительных органов, ну и, конечно, в первую очередь, сотрудников МВД. В Сосногорском районе также есть тенденция снижения ряда преступлений. Уменьшилось количество в прошлом году пострадавших в ДТП. Об этом говорилось в середине января на оперативном совещании, которое прошло в местном отделе МВД. Но вот в целом по республике в прошлом году был зарегистрирован рост числа погибших в ДТП. Также в рамках коллегии руководитель региона попросил обратить особое внимание обеспечению безопасности детей и работе по профилактике преступлений. Я поддерживаю предложение участия представителей республиканских министерств, ведомств в выездных профилактических мероприятиях, в том числе с привлечением и других общественных организаций. Прошу тоже здесь эту работу организовать, и в частности Минюст тоже здесь должен предложить соответствующие механизмы и меры. В середине февраля Сосногорск примет первенство северо-запада по рукопашному бою. Для нашего города соревнования такого уровня будут проводиться впервые. Среди участников спортсмены из десятка регионов России. Все подробности у Павла Дурникова. Рукопашный бой – один из самых зрелищных и массовых видов спорта в нашем районе. Сегодня им занимаются более сотни сосногорских мальчишек и девчонок. И предстоящее первенство – знаковое и важное событие для города. Целеустремленность сосногорских рукопашников отмечена коллегами из Санкт-Петербурга, которые предложили провести на первенство Северо-Запада на нашей территории, в городе Сосногорске. Надеюсь, что в качестве почетного гостя к нам приедет и знаменитый российский каскадер Алик Гульханов. Свое мастерство спортсмены из нескольких городов Северо-Запада покажут в спорткомплексе «Метеор». Если говорить про возраста, то здесь разброс достаточно большой – от 12 лет до 21 года. Сосногорские спортсмены добиваются больших успехов на соревнованиях самого высокого уровня. Сборная республики практически состоит из сборной города Сосногорска.
Подготовка к первенству уже началась, и здесь задействованы все структурные подразделения муниципалитета. По словам главы района, событие это знаковое и важное, и муниципалитет готов сделать все необходимое, чтобы оправдать ожидания и обеспечить высочайший уровень проведения турнира. В свою очередь, тренер Субботин уверен, что эти соревнования станут настоящим праздником. Соревнования станут праздником для всех любителей рукопашного боя и единоборств. Напомним, первенство Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою пройдет 16 и 17 февраля в спорткомплексе «Метеор». Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Начавшаяся неделя отметится контрастной погодой. Уже с сегодняшнего дня на севере республики морозы усилились. В ночные часы там ожидается минус 40. А вот на юго-западе, говорят синоптики, с середины недели произойдет заметное ослабление морозов. До минус 8, минус 13 градусов ночью и до минус 5 днем. В переходной зоне ожидается умеренно морозная погода. Ночью столбик термометра покажет от минус 18 до 25. Днем в среднем минус 20. Небольшие и умеренные снегопады пройдут в южной половине региона. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.